Меня зовут Иванова Татьяна Николаевна. Я преподаватель дисциплин профессионального цикла Новочебоксарский политехнический техникум. Тема моего выступления есть технология как способ формирования профессиональных и общих компетенций по профессии парикмахер. Парикмахерское дело – это не просто ремесло, оно давно стало настоящим искусством. Каждый из нас посещает парикмахерские салоны, прибегая к услугам мастеров постоянно. И каждый из нас хочет, чтобы его обслужил мастер-профессионал. Основными задачами системы профессионального образования в условиях реализации ФГОС является подготовка мобильного специалиста, способного адаптироваться в новой социальной производственной среде и умеющего решать производственные задачи. Условием успешной реализации ФГОС является формирование на уроках профессионального и общепрофессиональных циклов профессии парикмахер, общих и профессиональных компетенций. Для формирования компетенций студентов в своей деятельности я использую 6 технологий. Суть 6 методов в том, что студентам предлагают самостоятельно осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении данной проблемы. Родиной данной технологии является Соединенные Штаты Америки, а более точно Школа бизнеса Гарвардского университета. В России данная технология стала внедряться в 70-х годах XX века. Истинный интерес к технологии кейс-стадии пришел к нам в 90-х годах XX века. Во всех сферах самым востребованным специалист, умеющий работать в команде, способный генерировать идеи, технологии их внедрения, имеющий склонность к инновациям, умеющий критично и оперативно работать с огромными объемами информации различных видов. Все технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов и приемов обучения, основанных на решении конкретных проблем и задач. Они позволяют взаимодействовать с тем обучающимся, включая педагога. В процессе обучения по профессии парикмахер на уроках профессионального и общепрофессионального цикла студенты в группах по 5-6 человек решают проблемные вопросы по окрашиванию, стрижке, укладке, химической завивке и прическам. На уроках МДК, окрашивания волос, учитывая натуральную или окрашенную базу клиента и желаемый цвет решаемых задач по подбору красителя и окислителя. На первых уроках по окрашиванию студенты изучают основу колористики. Это первичные цвета, синий, красный и желтый. Они содержатся в пигменте волоса. И вторичные цвета, которые получаются путем смешивания первичных цветов. Это зеленый, оранжевый, фиолетовый. Перед вами кейс, который называется «Насеничево». Метод анализа конкретной ситуации. ОМДК окрашивания волос по теме окрашивания волос обесцвечивающими красителями. Парикмахерских окрашивание блондинок считается сложной процедурой, потому что не всегда может получиться желаемый результат. Этот кейс основан уверенность студентки первого курса по профессии парикмахер Карине и ее знакомой доверчивой студентки первого курса по профессии повар Вере. Вера Брюнетка захотела стать блондинкой, она доверила свои волосы еще неопытной студентке. Модуль окрашивания волос изучается только на втором курсе, и поэтому результат оказался плачевным. Вера вместо того, чтобы стать шикарной блондинкой, стала блондинкой с зеленым оттенком. Проанализировав ситуацию, студенты должны ответить на предложенные вопросы и решить производственную задачу. Правильно подобрать краситель, окислитель, время выдержки красителя. Метод анализа конкретной ситуации дает возможность действовать, не боясь негативных последствий, возможность реально серьезной ситуации. Студенты учатся находить решения, обмениваться мнениями с другими, применять свои решения и расширять их, так же, как и аргументировать свою стратегию решений по отношению к другим.
Создание профессиональных проблем ассоциации на уроках учебной дисциплины основы культуры профессионального общения помогает будущим парикмахерам лучше понимать клиентов, уметь слушать и слышать клиента, определять тип темперамента и уметь общаться с клиентами с разным типом темперамента, выходить достойно из конфликтных ситуаций. На слайде представлен кейс-ситуация, метод ситуационно-ролевых игр, случай парикмахерской люкс, где студенты должны обдумать и обыграть эту ситуацию в пользу парикмахера, в пользу клиента. Для разрешения проблемы студентам предоставляется коммуникативный минимум для парикмахеров, коммуникативная компетентность которых является показателем профессионализма. Высокий уровень формированности коммуникативных умений или общих профессиональных компетенций специалистов сферы обслуживания будет способствовать становлению высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста с высокой заработной платой на рынке труда. Разработка кейсов начинается с постановки проблемы. Я изучаю, анализирую информацию и формулирую проблемную ситуацию. Случаи беру реально жизненных ситуаций, которые были в парикмахерской практике. Составление кейсов также помогает мне студенты, рассказывая свои случаи из производственной практики. При работе с кейсами я распределяю студентов по группам 4-6 человек. Желательно комплектовать группы не по интересам, а по развитию способностей, чтобы не было в одной группе много активных студентов, а в другой много пассивных. Далее студенты знакомятся с содержанием кейса самостоятельно. Это может быть печатный, электронный или устный кейс. После знакомства студентов с кейсом провожу опрос и обсуждение по понятию содержания кейса в группах. При этом актуализирую поставленные вопросы и направляю на анализ и выявление всех заложенных ситуаций проблем. Далее организуется общая дискуссия, обсуждение полученных решений, проводится обобщение полученных результатов и приобретенных знаний и работы с кейсом. В группах выделяется человек, который презентует решение группы. В результате активной самостоятельной деятельности по разрешению проблем студентов происходит в области овладения профессиональными и общими компетенциями. Результат применения данной технологии является повышение качества обученности. Перед вами на слайде диаграмма процента успеваемости по моим предметам. Также наши студенты участвуют на конкурсах профессионального мастерства, в республиканских олимпиадах и республиканских конкурсах профессионального мастерства в области Раша. Вот несколько слайдов. Занимают призовые места. Выпускники достигают успехов, участвуя в региональных и международных конкурсах. Таким образом, можно сделать вывод, что применение кейс-технологий позволяет формировать у студентов высокую мотивацию к учебе, развить такие личностные качества, значимые для будущей профессиональной деятельности, как способность к сотрудничеству, чувство лидерства, формировать основы деловой этики. У меня все. На слайде вы видите мои контакты. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я отвечу.